Седой древности. ТЮЗ готовит кукольное представление. Специально для выступления пригласили художника-постановщика из Ульяновского театра. С процессом подготовки спектакля о вечном противостоянии положительных и отрицательных героев ознакомилась наш корреспондент Хава Газикова. Рассказать с помощью сказочных героев о добре и зле, о радости и огорчениях можно только благодаря куклам. Процесс их создания может занимать несколько недель, а то и больше. Первым делом эскиз кукол, и только потом бутафоры начинают лепку головы. А далее дело за механикой, которую прячут под одеждой кукол. При помощи нее поворачивается голова и открывается рот. В создании персонажа помимо бутафоров в этой постановке участвует и художник-постановщик. Специально для пьесы в седой древности руководство ТЮЗа пригласило коллегу из Ульяновска Андрея Лукомского. Он впервые сотрудничает с Ингушским театром, но знакомство с республикой начал еще 5 лет назад. Так что снова окунуться в национальную атмосферу было несложно. Как раз вот работали над этим моментом, чтобы кукла могла там поворачивать головой, управляться независимо. Актера не видно, он за ширмой, а кукла, чтобы было ощущение, что она оживает. Дело в том, что создание спектакля такая живая нить. Знаете, вот одно дело можно по ГОСТу утвердить, и потом штамповка идет. А тут каждый раз это вроде бы принцип кукол одни и тот же, там верховые куклы, но каждый раз все равно это каждый раз заново получается делать, чтобы создать неповторимую атмосферу. Сказочные образы героев и декорации. За это отвечает художник-постановщик. Если с первым уже определились, то сцена пока на стадии разработки. Сама форма конструкции, она трансформировалась. Помните, я говорила? Вот для этого важно было, чтобы они как бы вращались. Вот это движение, то, что мы из одного пространства в другое пространство. Вот мне казалось, что это будет вот такое вращение, такое почасовое или противчасовое. Вот такого механизма, мне казалось, там не хватает. Пока ТЮЗ реконструируется, работники, несмотря на стесненные условия, продолжают творить. Главный режиссер постановки уверена, зрителям скучать во время представления точно не придется. Примерная для них пьеса в седой древности никого не оставит равнодушным. Помимо новых образов и кукол, творцы искусства также немного поменяли сценарий. А что именно, можно будет узнать во время самого представления. Сама пьеса, это фантастика, когда из современного мира ребята оказываются в древности. Они хотят увидеть, как жили наши предки, что изменилось за это время, как могут достойные люди быть добрыми, хорошими. Мало того, что добрыми, хорошими, что бы там ни случилось, насколько они мужественно переносят все и остаются людьми. Здесь важно было, чтобы наше молодое поколение увидело обычаи, традиции наших древних предков, насколько они сохранились и вот сегодня в нашей современности. Сейчас постановка на этапе создания кукол, и только потом ТЮЗ начнет пошив костюмов. Сейчас вот мы немножечко распределимся уже на этом месте, поставим свои цеховые механизмы и будем уже делать и большие декорации для этого спектакля, и готовить одежду для кукол и для оформления самого спектакля. А после создания персонажей актеры уже смогут осваивать новую механику управления куклами, которой поделился с коллегами Андрей Лукомский. А дальше начнутся репетиции. Состоится премьера постановки в марте. Параллельно с ней будут также показывать пьесу «Сказка старого Коркута». А в ноябре этого года уже в новом здании ТЮЗа зрители ожидает представление еще новых 2 пьес. Это «Подвиги Асия Тутаевой» и «Крысиный бунт». Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.